Ваша особиста думка і ваші особисті сподівання взагалі на нового президента, на його питання і бачення щодо деокупації Криму? Понимаете, я высказывал свою точку зрения личную. Команда З и сам Зеленский, они к нам с Луны не прилетели и не находились все эти годы, к примеру, там у нас есть такие примеры, когда Саакашвили воспитывался в других странах, да, и потом очутился на своей родине исторической. Они здесь среди нас жили, они здесь абсолютно пользовались теми же средствами массовой информации, как и мы. Я в тюрьме находил возможность отслеживать 3 года, что происходит с моей страной, с моим народом, с моим государством. Вы мне хотите убедить, что Зеленскому что-то мешало, его концертная деятельность, знать о тысячах убитых фашистами России наших граждан, об убитых после бомбежек наших детей на Востоке и женщин? Он этого не знал? Или вы думаете, даже если бы он хотел от этого абстрагироваться, он бы не смог, и тем более такая многочисленная команда. Он что, не знал о том, что сотни людей находятся такие кричащие на весь мир факты политзаключенных, которые сотнями дней держат голодовки, где везде по Киеву идешь или на европейских площадках, или на концертах где-то находишься, обязательно поднимают крымско-татарский флаг или показывают, носят портреты наших политзаключенных. Я думаю, что его риторика и риторика его команды, она опасна сегодня. Она опасна еще и тем, для страны я имею в виду, еще и тем, что она, во-первых, воодушевляет наших врагов, которые более наглыми становятся, циничными, и понимают, что сценарий Путина создания деморализации и хаоса на территории нашего государства становятся все более реалистичными и не менее опасным для наших граждан и крымско-татарского народа, и украинцев в Крыму, которые в оккупации, которые 5 лет борьбы, надежды, веры в нас. Это самая будет тяжелая утрата, если мы позволим нивелировать их борьбу вот такими заявлениями. Мир любой ценой, и Крым не в повестке РНБО, и масса вещей, что сегодня пытаться через социальные службы, я имею в виду мониторинговые, вот эти опросы, что большинство заявляют о мире. А кто не хочет мира? Кто не хочет мира? Мы тоже его хотели. Мы тоже хотели жить в свободной своей стране, в своей любимой родине. Но сегодня российский сапог, ни у кого ничего не спросил, пришел и ломает судьбы сотен тысяч людей. Убивает наших граждан там, в том же Крыму, где пропали десятки вообще без вести, а некоторых мы нашли с следами чудовищных убийств, насилований зверских и убийств. А у остальных родители у окон присели и смотрят на дорогу, ждут чуда, что они все-таки постучатся, вот пройдут по этой улице и зайдут в этот дом. Кто простит это? Кто сумеет с этим жить дальше?